А в южной столице сегодня в целях недопущения распространения инфекции мобилизованы все службы. Временно приостановлена работа общественного транспорта, закрыты вещевые рынки, рестораны и кафе. Но продуктовые магазины и аптеки продолжают работать в обычном режиме. Больше того, люди поддерживают друг друга. Многие говорят, мы пережили Великую Отечественную войну. Другие испытания переживем и это. Мои коллеги с подробностями. Временно закрыты. В южной столице с сегодняшнего дня пока приостанавливают работу вещевые рынки. Все магазины, кроме продуктов. Также приостановлены стройки. Все, чтобы избежать массового скопления людей. Мы ведем разъяснительные работы. Все относятся с пониманием. Везде проводим дезинфекцию. Также в городе закрыты парки и точки общественного питания. Временно приостанавливает работу общественный транспорт, но аптеки работают в обычном режиме. Ранее мы уже закрыли все места общественного скопления людей, где собирались более 50 человек. Кафе и рестораны. Теперь также закрываем все вещевые рынки. Будут работать только продуктовые базары и магазины. Меры временные, связанные с недопущением распространения коронавируса инфекции. Мы все надеемся, что все будет хорошо. К Ашанам уже обратились уважаемые горожане. Ветераны войны в Афганистане и баткенских событий отмечают, мы переживали и более сложные времена. Во время Великой Отечественной войны наш народ пережил блокаду Ленинграда. И это мы тоже переживем, мы справимся. Все будет хорошо. Во время Великой Отечественной войны мы делили последний кусок хлеба. Сейчас все будет хорошо, у нас все есть. Надо заботиться друг о друге и поддерживать. Ситуация с карантином – еще один повод задуматься о том, что действительно важно. О чистом воздухе, чистой воде, мирной жизни, о тех ценностях и приоритетах, которые мы ставим себе, отмечает и другой общественный деятель Балтагул Нурумбетов. Я хочу обратиться ко всем жителям Кыргызстана. Многие сейчас не выходят из дома, переживают. На самом деле мы пережили многое, и когда мы едины, нас не сломить. Даже когда каждый сидит дома, это еще один повод подумать о главном, о том, что на самом деле важно. Переключить внимание с потребления постоянной суеты на главные ценности. Чистоту, внешнюю, но и внутреннюю. В наших людях силен дух взаимопомощи и поддержки. Мы пережили Великую Отечественную войну. Переживем и это. Сейчас уже многие помогают старикам, малоимущим. Я горжусь такими соотечественниками. Медики также советуют не паниковать, просто на время ограничить перемещение по городу, чтобы люди с сильным иммунитетом, которые могли не заметить болезни, не заразили тех, кто послабее стариков и тех, у кого есть хроническое заболевание. Гульжан Руматкал, Самара Санова, Бекжан Рыспайулу, ЛТР Ош.